выйти за своего. И, собственно, если смотреть по переписи населения, да, то именно вот наше поколение сибирские, рожденные в Сибири, вот семьи того периода как раз многодетные, а уже это, собственно, понятно, популяция отвечает на свои сокращения повышением рождаемости. И здесь важно было, конечно, этнический фактор, то есть своего. Но надо сказать, что не обязательно, то есть там были и браки межнациональные с русскими и с немцами, да. И свадьбы, о свадьбах она пишет о том. Потом свадьба, и там тоже очень интересный момент, связанный с начальством, с русским начальством. Потом свадьбы начали делать. На свадьбы начальство приходило. Один день русские гуляют, ну, имеется в виду начальники, другой день калмыки. Все это в маленькой землянке, да, в которой темно, там окон-то и не было, по всей вероятности. Ну да, там она была действительно в земле. Это берег, причем каменистый, там такие огромные камни. Вот, я почему-то не догадалась со стороны озера это сделать снимок. Ну, я просто была очень сильно, как бы, для нас было очень эмоционально тяжелое путешествие, поскольку вот место, где мы родились, и много очень, ну, хотя среди наших там моих родственников лично там никто не умер. Нет, нет, не умер, отчим моего отца в Красноярске, он был бухгалтером. Конторские начальники отдельно гуляли, моя сестра вот также выходила, ваш отец женился, на моем отце, говорит, они женились в 46 году. Вот. Тоже все начальники были директорами, ректора. Ну, вы знаете, директорами, это калмыцкая чисто культур-мультур, да, директорами ректора отдельно были в отдельной землянке. Знаешь, как гуляли? Уй! То есть вот если вот нас сегодня завести в землянку, да, то какое-то вообще там может быть веселье, какое может быть там, для них это был, да, праздник, свадьба, все наряжались, там пили, веселились, дом Бранцука там и на гармошке этой саратовской играли, ну, в общем, молодцы, да. И вот помимо насколько я поняла, вот такие, как бы выход в культурную, ну, условно говоря, культурную жизнь переселенцев начался не сразу, да? Где-то вот 40, не 44-го года, потому что они в 44-м году попали, да, а где-то, наверное, 46-го, когда, собственно, вот стали возвращаться из широкого лага калмыки. Вот это, собственно, костюмированное представление. Это мои родители. Причем эти фотографии, они попали, вот эта фотография, она попала из ФБ, из Фейсбука, кто-то ее выложил, там, я не помню кто, где было написано, что это терская калмычка. Я говорю, да это же моя мама. Я говорю, няня, это мама? Она говорит, да, это Кеме, сестра ее. Явно, что эта терская калмычка не может быть в таком наряде, это костюмированное какое-то представление. Причем родители никогда, они вообще о Сибири мало рассказывали. Ну и, соответственно, отец. Вот они, видно, что это однотипные костюмы, да, и какое-то там представление было. Но сейчас не спросишь, что-то не помнит. Они не помнят, что это было за представление. Но, судя мама моя 27-го года, ну, это где-то 46-й год, 46-47 год. Они женились в 47-м году, в 48-м году появилась моя старшая сестра. Ну, это где-то вот период конца 46-го, начала 47-го года. Ну, маме здесь лет там 18-19. Ну, отец на год ее старше, ему лет 20 был. На фронт его забрали 18 лет. Значит, то есть тут что надо иметь в виду? Что вот эти записочки, да, значит, эти письма, они говорили о том, что сохранялись еще традиционные нормы и целомудрие в отношениях калмыцкой молодежи. Я в свое время помню, мне это запомнилось, как Оксана мне объясняла, что в калмыцком танце нет телесных соприкосновений. Ну, там, если взять русские, там еще какие-то, они там за талию берут, что-то вертят и так далее. А в калмыцком танце позволялось соприкасаться только даже не руками, а обшлагами костюмов. Да? То есть никакого телесного контакта было не было. Это
Ну, там сегодня, хотя я думаю, даже в этих театрализованных этих представлениях, которые делает Петр Надбитов, ну, в общем, знаменит наш Да, хореограф. Петр Тимофеевич Надбитов. Да, там тоже нет того, чтобы кто-то там обнимался, поднимал и так далее. То есть вот это, собственно, и продолжало сохраняться в, а, и в период депортации. А теперь другой способ, как времяпрепровождения, которого было почти не было, да, свободного, это шитье и вязание. Ну, надо сказать, что шитье, и вот во многих рассказах информатор говорит о том, что их спасла швейная машинка. А так же, как американских калмыков. То есть, когда они приехали этих самых в Америку, то очень многие пишут о том, что благодаря тому, что калмычки хорошо шили, они обшивали этим, выживали. А в Сибири, дело в том, что машинки-то были еще зингеровские, и калмычки умели шить тулупы. Вот это был очень хороший способ заработка. Вот. Это их. Но с другой стороны, калмыки, они же очень как бы быстро адаптировались, и они усвоили вязание. Дело в том, что вот это вязание крючком, скорее всего, это от немцев. Эти подзоры, там, накидки всевозможные. Ну, те, кто постарше, наверное, помнят, что в 60-е годы это во всяком доме эти подзоры, накидки, вышивки, они везде и были. Потом в 70-е годы все это ушло куда-то. Сейчас это уже антиквариат. И она говорит, а когда вязали? Да в перерыв, нитки белые не могли найти. Знаешь, какие дорогие были? Красивые подзоры, подушки, на трильяж салфетку вязала я, вышивала я. Как успевала я? Сама себе удивляется, да? Вот. И, собственно, если посмотреть, вот это, опять же, фотография моей мамы, вот это вот воротник, вернее, рукав реглан, связанные ей очень красивые, только вот эти розовые эти самые были, да. Или вот это платье вышитое, но это не сама тетя моя, а она отдавала на это. И уже это фотография где-то начала 50-х годов. То есть фактически получается, там, что через 6 лет после того, как они туда прибыли, вот уровень жизни как-то более или менее поднялся, и калмыки сразу же начали хорошо одеваться. Дело в том, что в калмыцкой культуре высокая ценность красивой одежды, она еще идет там, с давних времен. В этих воспоминаниях Джона Бёрля, английский, британский путешественник, он описал встречу хана Юки с этим самым, с Петром Первым, императором. Это был 1622 год, да? И он там описывает, ну, как все это самое, и говорит, вот калмыки тут, значит, пригнали свои эти самые, там около Саратова, на ярмарку своих лошадей, там эти кибитки, все он описывает. Они меняли своих лошадей, там кожу и так далее, и покупали для своих жен дорогие ткани, перечисляет. Это атлас, парча, бархат. Да? То есть вот такой контраст между очень эстетичной и, что ж там говорить, бедной жизнью в кибитке, да, и одеждой красивой, которая должна быть у дочери и у жены, чтобы показать там себя. И причем эта одежда, конечно, она хранилась там в сундуках и внималась там по случаю праздников. И вот это к тому, что нужно красиво одеваться, это сохранилось и транслируется до сих пор. Скажем, у американских калмыков, я записывала тоже одну американскую калмычку, она с осуждением говорила о своей листинской невестке, вышедшую замуж за ее сына, что она купила туфли за $300. $300 вместо того, чтобы пойти там в этот самый TJ Maxx и купить там за 25 или 30. То есть, ну, понятно, для нашей девушки там бренд какого-нибудь этого. Вот. И здесь вот м, по поводу одежды. Это, понятно, европейская одежда, да? Но надо сказать, что калмычки достаточно быстро перешли, это уже, опять же, назад в историю идя, в 20-е годы, калмычки достаточно быстро перешли от национальной одежды к условно европейской. Да? Я читала статью
статью в этом в журнале «Калмыцкая степь» за 28 год, где он пишет о том, что речь шла о Калмыцком базаре, состоянии перспективы партийной работы в Калмыцко-базаринской организации. На Калмбазаре там половина населения было калмыки, половина населения составляли татары, русские, там немножко армян было и так далее. Ну, татар было достаточно много. И он там говорит о том, что вот татарские женщины до сих пор носят национальную свою одежду, да, и не хотят переходить на европейскую. А калмыцкие женщины давным-давно уже все это сняли, все эти шеверлыки, эти камзолы, вот, и, значит, оделись в европейскую одежду и стали прям такими европейскими советскими женщинами. Ну, это, понятно, калмыцкий базар, это, конечно, не показывает, то, что в степи-то народ продолжал оставаться. Вот эта фотография этих красная кибитка, вот это, сейчас не буду врать, это конец 20-х, начало 30-х годов, да, вот эта вот девушка, это калмычка, да, вот у нее совершенно, да, современный вид, да, то есть этой фотографии уже там почти, почти 90 лет, да. И вот наши эти степные калмычки, которые с опаской заходят туда, она там им демонстрирует сепаратор, там есть такая фотография, да. Вот она же, вот это, а это это русская девушка, это агитаторши, которые, да. Вот опять же эти дамы, которые, эти замужние, да. Ну, в общем, тут показывается, кто-то там, у него тут шапка калмыцкая, а сапог уже нет, он там в каких-то этих чувяках танцует, да. Скорее всего, это тоже калмыцкий базар, похоже на это управление калмбазаринское. Вот. То есть, с одной стороны, и вот если посмотреть на фотографию семейную, да, это тоже фотография 52-го года, скорее всего, ой, не 52-го, 54-го года, потому что это я, где-то мне здесь год. Вот. То есть, смотрите, э, бабушки, да, бабушки, они все одеты в кубанку. Ну, понятно, что нет уже этого хальмака и так далее, этих уборов, да. Вот они все в это. Но одеты в пиджаки. Но, правда, под этим у них это берзе, платье, вот это обязательно белая рубашка без рукавов, да, вот, белый воротничок у всех, да, а вот на берзе одета пиджачок. Ну, вообще-то говорит о чем, что уровень жизни вырос. Вот. Отказ от традиций в чем выражается? В том, что вот моя замечательная тетя Мария Ирниаравна Лазарева, да, она тут с двумя косами, которые носили замужние женщины. Я говорю, няня, ты в каком году? Ты же позже замуж вышла. Почему это? Она говорит, нет. А я говорю, это фотография не в Дурурсе, это фотография уже в Хакасии. Она говорит, нет. Я говорю, ну почему? Ты же тут с двумя косами. Она говорит, не, это не это самое, я тогда не была замужем, это была такая мода. Вот, то есть это совершенно было немыслимо, да, то есть чтобы девушка там разделила косы, будучи незамужней женщиной. Ну, остальные, правда, вот с покрытыми головами. Вот это, то есть не это 22-го года, вот, а это вот два фронтовика. А, Вот. Теперь замечательный совершенно человек, с которым мы там познакомились, это Лепнегов Александр Егорович, 1939 года. Он помнит калмыков, он с ними дружил. Вот, и, по-видимому, он из семейских. Только семейские так раскрашивают заборы, яркие такие. Семейские – это переселенцы в Сибирь, там эти староверы откуда-то Западной Украины, поэтому у них такое все яркое, и одежда у них такая яркая. И семейских много в Бурятии, в Забайкалье. Вот. И оказывается, они есть, я еще удивилась, говорю, а откуда семейские? Ну, мне исследователи объяснили, что как раз-таки в Красноярском крае они были. Вот он такой замечательный Александр Егорович, да? Он говорил о том, что его удивило. Ну, во-первых, он говорит, что никаких там между по национальному признаку никто никого нет, все дружили, все дети, даже немцев фашистами не называли. И о калмыках он сказал две вещи его, что калмыки очень хорошо работали, товарищи. Калмыки построили пекарню, свинарник, работали от зари до зари, хорошо работали, товарищи.
И второе, что ему запомнилось и врезалось, и он до сих пор этому удивляется, ребятишки хорошо по-русски говорили. До сих пор я вспоминаю, ну как так? Немцы, особенно старшие, как-то по-русски по-своему говорили. Да? А калмыки, дети чисто разговаривали. Я до сих пор думаю, ну как это так? И смеется, да? Ну как так? То есть для него это как положительное, да, вот как не отличишь, чем русский от калмык отличается ребенок, да, но фактически чтобы это начало утраты нашим народом языка. Но с другой стороны, благодаря этому они выжили в Сибири, и в конце, перед выселением их даже там на ВДНХ посылали за их эти трудовые подвиги и так далее. Но родители этих самых бабушка, скажем, моя старшее поколение, она по-русски не говорила. То есть они так и не освоили этот язык. Ну, я имею в виду то поколение, которое родилось еще в XIX веке. Помимо, значит, вечеринок, праздников, там в кино они ходили, в клуб, часто ездили в Красноярск. Они, ну, имеется в виду власти, нас в цирк отпускали вместе с комендантом. Все калмыки ездили, немцы редко, почти не ездили. В цирке были, в магазины ходили. Комендант с нами был. Комендант вредный был. Он по 10 рублей брал у нас, не отдавал. Ну, вот то, что они хотят скрыть, да, на всякий случай. Комендант давно уже умер, давно репрессии, но на всякий случай лучше этого не говорить. Поэтому тут часть интервью, вернее, истории у нее идет на русском, а часть на калмыцком. Когда она хочет какую-то чувствительную информацию давать, да, а в данном случае это с точки зрения чувствительной информации, она переходит на калмыцкий. Так же, как и Сарнаева, вернее, Ачир Сарнаевна Манджиева. А он такой был: девчата, дайте 10 рублей, потом домой приду, отдам. А моя подруга говорит: когда отдашь, тогда дадим. Матюкается на него. Тоже не очень хороший, да. А он смеется: хватит тебе, Катя Саранкова, матюкаться, да. То есть о чем это говорит? Она вспоминает, на самом деле это что такое? Это вымогательство со стороны комендантов. Они по первости совершенно не стеснялись. Одну из моих тетей, двоюродную сестру моей мамы, мы ее в детстве звали Такавджа. Такавджа, Такавджа. Я думала, ну Такавджа, Такавджа. А потом мне рассказали историю буквально недавно, что пришел комендант и забрал курицу у нас. А моя сестра старшая, 48-го года, она, значит, пока по-русски еще не говорила, только в школу пошла, она бегает и кричит там, тетки бегает и кричит: ой, Такавджа, Такавджа. То есть он взял нашу курицу, комендант взял нашу курицу. Комендант так посмотрел на нее и говорит: что она говорит? А двоюродная сестра, которая Такавджа, она говорит: да, он сказал Такавджа, ну, это какую-то историю придумала. То есть не то, что он курицу взял. Да? И с тех пор ее все стали звать Такавджа. То есть это коррупция, прийти и забрать это совершенно нет. Но она, Басангова, уже к этому со смехом. Там сказала: отдашь ты одного, и вообще пошел ты туда-сюда, туда и сюда. То есть здесь идет, что событие, оно уже переосмысляется, оно уже не несет той негативной нагрузки, которую оно в реальности вообще-то несло. Плохо же, ты там предпоследнюю курицу у тебя забирают, да, или 10 рублей, же большие эти деньги. Праздники. Вот тоже интересный момент. Когда она о советских праздниках, я ее спрашиваю, она сказала, конечно, Новый год, праздник какие? А советские? Она говорит, ну да, там, 7 ноября, Новый год, 1 мая, ну да, но больше ей врезалось день железнодорожника. Почему? Потому что совхоз Дурушса, им ко дню железнодорожника давали премии. Приезжало начальство, и там какие-то эти тоже праздничества, поэтому это врезалось ей в память больше, чем, скажем, там праздновать 1 мая или этот самый. На Новый год она пишет опять клуб МНУП, директор-миректор, ходили, елку-молку наряжали. Так другие праздники не празднуют, только Новый год. Нам бы только работа была, это по-калмыцки она говорит. И хватит. Вот эта работа была, ой-ой-ой. Потом, ну а еще что?
Мы ходили в клуб, в кино ходили, после работы, усталости не знали, все равно ходили. Клуб большой был, ну, хотя вряд ли большой был. Там одно из этих зданий как раз было клубом в этом селе, где были. Потом, с другой стороны, она говорит, ну, вообще-то выходных, какой там выходной, никогда не было. Праздник железнодорожный в августе, один день давали. Из Красноярска начальство приезжало, это нам про праздник, да. Вот. А почему она объясняет? А у нас одежды на выход не было. Куда мы пойдем? Ну, это понятно, речь идет о второй половине 40-х годов. Немки русские, знаешь, как гуляли? Мешковина белая была, да, тогда. Немки знали, что с ней делать, с этой мешковиной. Красили, юбки, кофты шили, тапочки шили, да, поэтому они вроде как одеты. И поэтому, видимо, по этой причине калмыки затем... И, кстати, очень многие отмечали, что именно в Сибири, особенно степные калмыки, они научились там квасить капусту, там ягоду замачивать, там грибы собирать, ну, все то, чего они в Сибири не умели. И в том числе вот эти практики там вязания, шитья, крашения и так далее. Вот. И все это в итоге позволило им в итоге быть нарядными на праздниках. Вот. А по поводу религиозных, вот тоже очень интересный момент, что вот именно это поколение, вот, скажем, одна из моих очень уважаемых коллег, профессор Калмыцкого университета, она вообще атеистка. Она вообще атеистка, да. Она говорит, как вот тут вообще все это приписано, все это придумано. По документам, как она с архивом работает, что там уровень религиозности гораздо ниже, чем сейчас приписывают. Да. Вот Басангова пишет, говорит так: старики, я говорю, вы там она говорит, старики, наверное, цагансары и Зул отмечали дома, наверное, чай варили, а мы, говорит, нет, молодежь. Так, там старики жили же пожилые, а так мы нет, не праздновали. Теперь, когда состарились, делаем. Ну, а старики там тогда пекли борцики на цаганца. Ну, сейчас-то мы делаем, а тогда в Сибири нет. Ну, понятно, поскольку мало того, что выселен, да еще и запрещенную религию практиковать. Вот. И вот еще одна информантка, она из всех, которые родились в Сибири 1944 года, это учительница из Троицкого, как она оценивает степень религиозности своего поколения сибирского. Нужно отдать должное современной молодежи. Если у нас это выпало, атеистами нас делали, то детям уже вот эта культура религиозная прививается. Надо отдать должное. Вот, например, меня мама никогда не могла заставить помолиться. Я поворчу, для нее сделаю, ну, помолюсь, имеется в виду, чтобы она не ворчала. А мои внуки уже сами подойдут, уже сами помолятся. И что она говорит о молодежи? И в том, что она работает с молодежью как учительница. Там, кстати, в Троицком очень хорошая гимназия. Они верят, они считают, что это надо. Вы пойдите в хуру, увидите больше молодых, чем старых. Вот моего возраста вы там мало увидите, а в основном увидите молодых. Мой Вова, это внук ее, приезжает из Москвы, и первое, что он делает, пойдет в хуру. Уезжает и опять. Он сидит там 2 часа, 3 часа. Я не прививала ему. Он просто видит, что это нужно. То есть с ее точки зрения сибирское поколение – это поколение вообще этих атеистов, вот которых там все напрочь отшибло, а современная молодежь, ну, понятно, это все-таки вследствие, собственно, продвижения буддизма, которые религиозные деятели, спасибо им, осуществляют. Вот. Ну и в этом селе, в поселке, точнее говоря, небольшом, фактически, вот по словам Лепнигова, там 3 семьи калмыков остались. Они, естественно, частично ассимилировались. И вот 2 женщины, с которыми мы общались, это Александра Ачирова, одна калмычка. И это, я сейчас запамятовала, не могу найти ее фамилию, имя, отчество, она наполовину калмычка, наполовину немка. Фамилия у нее немецкая. Почему родители ее, она не знает, говорит, ну, вот так решили остаться и остались. С ней такая история, вернее, с ее матерью. Ее мать немка, и она родила ее вне брака от женатого калмыка. Вот. Ну, говорит, ну и правильно сделала, что родила, что женихов-то мало было.
Вот. И понятно, что когда там отец ее уехал, то она никуда с ним не осталась. Но она, к сожалению, тоже вот несколько лет назад, как мне сказали, ушла из жизни, а Александра Сергеевна Чирова, она работала в школе библиотекарем, она до сих пор там и продолжает жить. Вот, собственно, что я вам хотела сказать о том, как проводили свой досуг ваши дедушки, бабушки, мои родители, поскольку здесь, я так понимаю, рожденных в Сибири нет, кроме меня, да? Вот, пожалуйста, если есть вопросы, я готова вам Мгм. ответить. Спасибо большое, Спасибо Борис. огромное. Очень Очень интересно. было интересно, да, и вспомнили то, что, допустим, наши бабушки нам рассказывали. Вот для меня это понятие землянка всегда было каким-то таким абстрактным. А на самом деле мы же, когда были маленькие, говорят землянка, говорят там Сибирь, там говорят что-то такое. Как-то, так как не было никакой политической подоплеки, то мы-то очень долго и не знали, почему они там жили-то в Сибири, правда же? Ну да, да, да. Я Сейчас сама, такое осознание происходит. А так все, что мне бабушка рассказывала, прям был как будто вот, знаете, это как фильм вот «Жизнь прекрасна», да, как он, отец устроил мальчику такую игру. И вот мне бабушка так рассказывала, как там ходили за ягодами, ходили за это. Никогда даже не говорила, что 3 детей там похоронила в Сибири, допустим. И мне очень жаль, что сейчас вот нету совсем молодежи, которые пришли вас послушать. И хорошо, что записываем. Оксана потом выложит в группе. И надеюсь, хоть у нас очень стало как бы пассивное, но я думаю, что мы прям будем заставлять слушать. Вот заставлять сложно. уехали все, живут там в полученных странах, никто даже не думает уже об истории на самом деле. А если историю не знать, и они не думать, то это потом, как бы, сами знаете, плачевно вообще на всем. Да, да. Тут с молодежью я разговаривала, тут приехали калмыки в Польше живут, они говорят, мы с калмыками не общаемся. Я говорю, ну, не общаетесь, ну, потом языка не знаете, что ваши дети, кто вот они будут-то вообще, если что. В Ну, общем-то, спасибо будут огромное. бананы, Еще если бананами. вопросы есть. Да, Да, непонятно, кто будут их дети уже. есть вопрос. У Джеммы не работает почему-то микрофон. Прислала вопрос Любовь Борисовне. Раньше Мгм. калмыки не праздновали дни рождения. В послевоенные годы отмечали дни рождения в сибирской ссылке. Или праздновали только общие праздники, ну, которые там праздновались, там, Жул, вот или что-то еще. Ни в одном из интервью этот вопрос даже не поднимался. Более того, вот на опыте моей семьи, а у нас 7 детей, а, праздновать дни рождения стали только двух младших близнецов, двух сыновей, только потому, что это сыновья. Дело в том, что традиция, что и этот хозяин года, да, это и есть праздник дня рождения. Как только ЗУ прошел, и там через несколько дней этот самый жил Изн, да, вот это и есть твой день рождения, и никто никогда ничего не праздновал, конечно. Эта традиция, она появилась в 70-е годы, мне кажется, не раньше. Ну, может быть, в конце 60-х, вот на моей памяти. Спасибо. Если есть еще вопросы, девочки. Ну вот по поводу землянок, вообще для меня это, конечно, было тоже большим потрясением, потому что вот вырыть в 25-градусный мороз, да, там камни были на этом берегу, да, то есть это надо было разложить огромный костер, да, выкопать эту землю, то есть дед фактически спас свою семью, то есть дал нам этим самым жизнь, да, вырыть в этой земле, и все равно же холодно, да, как бы ты там ни топил, да, пол-то сырой. Представьте себе, что вот вы по земле ходите, там никаких ковров вам не давали, но там, видимо, какие-то он там доски что-то придумал. Но это, конечно, как сейчас молодежь говорит, это жесть. Вот. И, ну, то есть поколение наших родителей, оно
где-то сейчас найду. Поколение тех, кто пережил в Сибирь. Здесь ведь еще что важно, что вообще говоря, вот моя бабушка, вот эта бабушка, мать моего отца, она учила нас, вернее, ругала нас за следующие вещи. Во-первых, если мы говорили плохо о других, критиковали, если мы себя хвалили, преувеличивали, да, и если мы какую-то чепуху несли, какую-то ерунду, то есть фактически или там завидовали кому-то. Вот. Фактически это нормы буддийской этики. И, то есть это действительно было поколение, которое прекрасно знало учение, да, и следовало ему. И одно из требований – это не впадать в уныние. Потому что впадение в уныние рассматривается как грех с точки зрения. Вот этим, собственно, объясняется тот, наверное, оптимизм. И не то, что оптимизм, то, что они, ни родители мои, ни дедушки и бабушки, они никогда не жаловались. И вот, как Полина правильно сказала, ну, такая прекрасная жизнь, да. В лес ходили, там, пели, плясали, танцевали, да. А плясали-то где? В темной землянке, где там черный дым и сажа, и пыль столбом стоит, да, они веселились. Для них это было веселье. И это осталось как вот такое радостное событие, да. Нас в эту землянку отправь, да, как мы там себя будем чувствовать сейчас? Будем ли мы радоваться? Мы привыкли сейчас жаловаться на то, первое, второе, где-то десятое. Вот это поколение, я имею в виду, моих бабушек и поколение моих родителей, они никогда не жаловались. Они всегда старались увидеть хорошее и надеяться. Ну, как отец говорил, ну, живы будем, не умрем. Вот. И, к сожалению, мы это утратили. Вот это тоже… Да, да, вот совершенно с Спасибо. вами согласна. Да, вот Ой, наряду с… депрессия, ой, депрессия. Да, Блин, да, панические атаки. панические атаки. Панические атаки, депрессии. А посмотрите по-другому, ребят, на свою жизнь. Да? Вы не можете Конечно. увидеть положительное в этом самом. Вот это, я полагаю, это главные потери. Потери языка и потери этих норм морали, норм этики, да? Даже не этики, норм поведения, которые существовали у калмыков и которым следовало вот поколение ушедшее. Вот поэтому нам надо об этом помнить и стараться, ну, хоть как-то язык, вот правильно Корнеев Геннадий, они запускают проект, ну, хоть как-то языки, чтобы хоть что-то говорили на своем языке. Вот. А Да, второе, совершенно верно. да, а второе, вот те уроки тоже, которые Садалама в Хуруле в Инстаграме он проводил, вот, там, собственно, о том, что такое вообще собой представляет это учение с точки зрения исследования ему, да, в том числе в поведении. А это главное, не надо впадать в уныние, ни в коем случае. Это грех. Это не просто нехорошо, это грех. Это не добродетель, впадание в уныние. Вот благодаря этому, наверное, мы с вами тут и живем, и дышим в разных странах, потому что если бы они просто пропали. Вот, вот и бабушка Полина, которая не говорила о том, что она 3 детей, а это же для калмыков большая потеря же дети, да? Да, что она повернула голову в другую сторону, чтобы увидеть положительное и рассказать внучке о ягодах, грибах. Как там. Я тоже долгое время в детстве я была, думала, о, как хорошо в Сибири-то было, да? И мне всегда хотелось поехать в Сибирь. И так и я поехала туда по распределению. И только потом уже, когда я поняла, что это вообще очень трагическая история, вот и жизнь сибирская там была, конечно… Это только в 90-е годы нам стало известно. Вот, ну, если вопросов нет. У нас осталось, вот, Любовь Борисовна, Да, осталось 4 минуты. да. Спасибо Вот. большое. Спасибо, девочки, что как бы мы все собрались. Опять-таки наш актив, но наш актив никогда мы друг друга не подводим, конечно, мы стараемся все. И, я думаю, что мы еще подумаем. У меня теперь идея, Оксана, то, что Любовь Борисовна сказала про калмыцкие танцы. Вот, может, вы нам с Настей еще проведете какой-нибудь Да, эфир про конечно, да. калмыцкие танцы, про вот именно историю
и все в таком духе, так что готовьтесь. Мы любим слушать, да, На мы любим пустом слушать. месте, да. Да, ну, как-нибудь всеми общими силами подготовимся. Так, Мгм. спасибо, хорошего всем вечера. До Спасибо свидания. большое Всего хорошего. за Свидания, да, рассказ. если что, вы пришлите тогда Оксане этот материал, мы обязательно, если можно, конечно, разместим в группе. Вот, наши все Санамар хоть посмотрят, Да, почитают. видео- я, конечно, этого, пришлю. да. Видео публикуем, в принципе, мне кажется, будет интереснее смотреть и слушать рассказ, то есть Ну да, с дополнениями. да. Поэтому, в принципе, видео, которое у нас опубликуем в группе для всех участниц, останется в Мгм. открытом доступе, и поэтому, в принципе, думаю, что участников, зрителей будет гораздо больше, потому что, ну, по организационным моментам кто-то не смог участвовать, но обычно же всегда Ну, у просмотры нас потом- обычно, да, в записи смотрят больше. смотрит обычно гораздо больше. Со временем Мгм. потом постепенно увеличивается количество просмотров всегда. Да. Ну, это хорошо. И значит, что не все Да. потеряно. Для Еще каждого же есть организовано. некоторые, которые даже и зумом не умеют пользоваться, моего возраста, допустим, люди. Даже не знают, что такое этот зум. Так, вот сейчас вот пришла у нас Лена, еще одна участница присоединилась в конце. Она перепутала время, наверное, да? Наверное, да, в конце эфира Лена к нам присоединилась. Ну, у нее Какая, будет наша возможность Лена? посмотреть видео. Лена, я вижу Лена. Лена, ты наша Лена или не наша? Лена подключается аудио сейчас, но у нас осталось очень мало времени. Ну да, у нас осталась 1 минута, Лена. Успеть поздороваться. Называется, да. Так, Мгм. вот. Вот. Лента у нас в группе тоже много. Мгм. Вот. И будем еще думать, какие еще проекты именно про ссылку. У нас Надя, думай, Надя, ты вот в прошлый раз хорошую идею подала, поэтому с Джеммой как бы думайте, время есть как раз сейчас январь, на Раз декабрь. на раз не приходится. Ну, вот Да. танцы очень, да, танцы очень хорошая идея, да. Я думаю, что Да, если да, да, Оксана сделает да. танцы, это будет очень замечательно. Ну, у нас в группе много же танцоров. У нас есть тюльпанские, айратские, у нас все схваченные, список есть. Если что. Предыдущего Да, и Кема Сарангова у нас, и айратские там же многие, поэтому я думаю, если что, Да, как-то... танцы, песни и так далее. Мгм. Ну все, давайте тогда. Аркадия Манжиева Оксана, ты пригласите. можешь... Мгм. Так. Аркадий у нас, да, мы Аркадия, мальчика, сына, как бы уже многие с ним познакомились и в Греции, и в Испании, поэтому можно и Аркадия Наменча можно будет как-нибудь. Так, у нас осталось меньше минуты, поэтому всем Да, спасибо. ты можешь закончить, Оксана. Да, Ага. всё. Просто Всем. нажми «Закончить для всех». Мгм. Так.